Очередной фрагмент рукописи, родословная татар второй половины XVII века хивинского хана Абул-Гази. Редактор рукописи Рафаэль Миргазизов. Потомок Чингисхана. Предисловие. Глава 3. Татары, монголы и булгары. Кто такие татары? Кто такие монголы? И откуда взялись монголо-татары? Это ключевые вопросы в тюркско-татарской истории. Не ответив на них, в ней очень легко запутаться. Абул-Гази дает эти ответы. Все переводчики и переписчики его сочинения утверждают, что татар и монгол – магул, родные братья из племени тюрков. Кто-то пишет, что братья были близнецами, кто-то отдает старшинство татару. Лишь один Саблуков имя младшего брата приводит в транскрипции монгол. Другие используют имена Могол, Магул, Магул. Последний вариант Магул приводится в издании 1770 года под редакцией Миллера. Не все переводчики рукописи Абул-Гази освещают этот момент. Саблуков упоминает о нем вскользь. Более подробно говорится лишь в издании Миллера. А между тем этот момент очень важен. Абул-Гази разъясняет, что все эти варианты произношения могол, магул, могул, монгол неправильные и искаженные. Настоящее имя родного брата татара звучит как Мунгл, что означает мрачный, печальный. Именно таким нравом еще с детства обладал Сейхан, потому его так и прозвали. Кстати, казанские татары до сих пор используют это слово «мунг», когда хотят сказать о печальной, мелодичной, настоящей татарской музыке. Надо четко себе представлять, что исторические татары и могулы, не путать с современными халко-монголами, восходят из одного тюркского корня. Древний могульский язык, не путать с современным хало-монгольским языком, халко-монгольским языком. По мнению издателя родословной татары историка Герхарда Миллера 1705-1783 годы жизни и некоторых современных исследователей, например, В. И. Рассадина, «Тюркские элементы в языке. Сокровенные сказания монголов». Вот они утверждают, что могольский язык является одним из диалектов тюркского татарского языка. Еще раз, это очень важно, не путать с современным халхо-монгольским языком. Поначалу братья татар и могул, как отмечает Абул-Гази, жили вполне себе дружно и мирно, и можно говорить о тесном татаро-могульском содружестве. Но впоследствии, через несколько поколений, между их потомками вспыхнула непримиримая вражда. И в этой бесконечной войне не было победителя. Верх одерживали то татары, то могулы. Так часто бывает, что близкие родичи, родные братья, даже, может быть, близнецы, ведут иногда более жестокую и кровопролитную войну, чем дальние враги. Этноним татары сам Абул-Гази использует в двух смыслах. В узком, когда говорит о роде татар, и в широком, когда говорит обо всем тюркском народе. Традиция всех тюрков называть татарами зародилась со времен Чингисхана. Именно от тюрков эту традицию потом переняли европейцы, русские и весь остальной мир, а не наоборот, как нам часто это представляют. Вот что пишет об этом Герхард Миллер в своих примечаниях при издании рукописи Абул-Гази.
От всего племени иностранные люди взяли имя татар, которым они называют весь турецкий, то есть тюркский народ. Другой ключевой вопрос, который касается уже конкретно казанских татар и некоторых других тюркских народов, звучит так. Кто такие булгары и кто такие татары? Ответ на самом деле очень прост. И его тоже дает Абул-Гази в редакции Хусаина Амирхана, это казанский историк XIX века, переводчик. Булгары – это и есть татары. Именно татары основали город Булгар на Итиле, на Волге. Вот цитата. У Сюинич-хана, потомка Татар-хана, был сын Тишилу. После кончины отца он скитался по разным местам и остановился в устье Итиля, Волги, которое ему очень понравилось. Там вместе с другими сородичами из племени татар он основал город Булгар. Тогда получается, что в Итиль вместе с Бату-ханом много позже пришли кровные родственники татар и их давние враги могулы. Стоило ожидать, что между ними война вспыхнет с новой силой. Застарелая вражда, уже давно забытая историческая вражда, но ничего подобного не случилось. Булгарский улус, где ведущую роль наряду с другими тюркскими, финскими и угорскими народами играли древние татары, относительно мирно, потому что сражения все-таки были, относительно мирно и тихо вошел в состав Могульской империи, передав ей впоследствии свое имя в форме Великая Татария, Татар или. А позже историки называли потом уже империей Чингисхана, когда она распалась, Золотая Орда и так далее. Кстати, если верить родословной татар, а не китайским и персидским сказкам, то именно татары в союзе с киргизами когда-то в глубокой древности вырезали всех могул, а не наоборот. Старший брат татар вырезал всех могул, а не младший могул всех татар, как везде об этом пишут. Как утверждает Абул-Гази, могулы были стерты с лица земли. Сбежать тогда из плена и скрыться в неприступных горах Арканкуна удалось лишь небольшой группе могул во главе с предводителем Каяном. Более 400 лет потребовалось могулам, чтобы набраться сил и, вернувшись в родные места, отомстить татарам и завоевать их земли и земли соседних племен. Кстати, если бы эта линия могул осталась в горах Арканкуна, то не было бы никакой империи Чингисхана и самого повелителя вселенной. А каяты, потомки Каяна, могли пополнить ряды уникальной цивилизации, которую американский антрополог Джеймс Скотт и некоторые другие исследователи называют зомия, чьи обитатели никогда не знали ни государственного устройства, ни рабского труда, ни жесткой воинской повинности, ни обременительных налогов, ни прочих плодов цивилизации, жили себе отдельно в горах и никому не подчинялись. Возможно, этот вариант развития был наиболее предпочтителен не только для могул и татар, но и для всего человечества. Увы, история пошла по другому пути. Через 21 поколение после Каяна победоносное завоевание всего и вся завершил его потомок Кият Чингисхан, которого называли еще властителем вселенной. Но следует отметить,
что ни о каком поголовном истреблении татар речи не шло. Напротив, немалое число татар влилось в ряды могульских туменов, занимая в родовой иерархии Чингисхана самое высокое положение. А в Итиле и Накаме произошла встреча двух исторических ветвей татар. Тех, кто в давние времена пришел сюда с татарским ханом Кышылу, вспомним, основав город Булгар, и тех, кто пришел сюда спустя многие столетия вместе с могольским ханом Бату.